находится? С казаками мы знакомы еще, и я знакома, еще соседи. Казаки такие классные, так они вообще веселились, просто потрясающе. Всем здравствуйте! Мы приехали в гости в Санкт-Петербург. Республиканский дом дружбы народов и решил организовать, благодаря казакам Санкт-Петербурга, терским казакам, здесь мастер-класс по изготовлению осетинских пирогов. Казаки даже раздобыли свекольную ботву, мы будем делать сахараджента. С нами приехал сегодня советник главы по казачьим вопросам Владимир Писаренко. И, соответственно, я, начальник отдела кадров и дела производства Республиканского дома дружбы. Этот флаг сегодня считается флагом Всевеликого войска Донского. Он трехцветный, знаменует. Один цвет – это донские казаки, второй цвет желтый – это калмыки, и третий цвет – это иногородние. Вообще шашки, как таковые, они с Кавказа пришли. Казаки их взяли на вооружение. Это вот стандартная шашка ТКВшная терского казачьего кубанского войска. Она утопленная, видите? Чеченская, она не утопленная, короткая, ну типа шамиль. Хорошая шашка. Это уже донская шашка. Называется стандартная степовая донская шашка. То есть у нее все то, что там нужно, все есть. Но в отличие от восточного шаше, длинный нож, рукоятка у нее немножко вниз повернута, долы по-другому, балансировка по-другому. Но это, ну скажем так, орудие убийства, так назовем ее. Какая техника, да? Ну, такая техника. Живем так же, как и наши предки, казаки. Здесь была свалка, на самом деле, городская свалка. Мы ее брали. Здесь были бомжи, здесь были наркоманы, любители, ну, просто шашлыки пожарить, там, то есть драки, пьянки. Ну, 3 года. Сейчас у нас тут тишина. Вот приходят молодые ребята от меня, которые там, я их начинаю с самых низов, убрать территорию, там что-то еще сделать. Это не влом, это нормальное явление. Я сам могу там туалет помыть, и мусор убрать, что угодно. Ну, значит, это не является каким-то принижением, унижением, что молодые убирают, старые сидят, курят. Нет, у нас все одинаково работают. Чтобы было видно, что здесь 3 пирога, не 2. И он начинает молиться. Молится, восхваляет Бога, благодарит за 3 пирога. И потом обязательно рядом стоит маленький ребенок. Маленький мальчик, может быть, годовалый. Ему отдают верхний пирог пригубить. Он должен откусить кончик этого пирога. Статично, Вот немыслимо. таким образом. И вот я вижу, что у нас есть на пироге сверху маленькая кошечка. Дырочка, Почему? конечно. Потом их собирают опять воедино, не двигая ничего, и режут его крестом. Вот тот пирожок, от которого откусил мальчик, это его кусок. Вот. Это то, что касается вот 3 пирогов.
С казаками мы знакомы еще, я знакома, еще с Осетией. Мы мир и национальности узнавали только от улицы до улицы. Казаки такие классные, так они вообще веселились, просто потрясающе было. А нас, значит, вот во дворе, значит, впускают. Танцевать умеешь? Да, умею. Заходи. А ты петь умеешь? Да. Из одной руки в другую передаете вот это тесто и собираете. А вот этими вот пальчиками придерживаете. Да. А потом в центре уже, потому что если... Моя печка, бляха, муха. Я как будто это в Осетию попала. Честно. Нежданно-негаданно. Да, один пирог мы сделали. Ну, конечно, пекли мы его очень долго. Для осинских пирогов, для выпечки осинских пирогов, самое важное — это температура, высокая температура, чтобы пирог пекся там, ну, не больше 7 минут. Плохая хозяйка пироги спечь не сможет. Пошла.